Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Сегодня в программе «Якут сегодня» уже третий урок здорового питания, школы здорового питания Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Веду его я, Савина Анастасия Дмитриевна, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Республиканского центра общественного здоровья. Школа здорового питания при нашем центре работает с 2021 года. Мы занимаемся просветительской работой среди населения по вопросам здорового образа жизни с акцентом на здоровое питание для формирования навыков и технологий здорового образа жизни. И с нами сегодня в студии работают режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. С нами в гостях у нас сегодня студия йоги и пилатеса и участница проекта «Преображение». Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Корнилова Анастасия, я являюсь руководителем и преподавателем студии йоги и пилатеса Кюнсан. Очень приятно. Меня зовут Варвара, я мама 4 сыновей. Очень приятно. Меня зовут Дарья Федорова, тренер студии Кюнсан. Очень хорошо. Смотрите, какие интересные у нас гости. Сегодняшняя тема третьего урока будет посвящена основным принципам здорового питания. Но давайте прежде мы вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Мы затронули тему природы пищеварения и сказали, что пищеварение начинается задолго до того, как первый кусок пищи попадет в рот с нашего головного мозга. Да, когда мы видим, когда мы чувствуем, когда мы, осязаем, да, вкус пищи чувствуем, то у нас уже начинают выделяться пищеварительные соки. Наш организм начинает готовиться к пищеварению. И желудочно-кишечный тракт – это самый большой орган, и он работает как единое целое. Не бывает такого, что вот один орган хорошо работает, а другой отдел желудочно-кишечного тракта работает плохо. Все воедино. И поэтому очень важно, чтобы мы следили за тем, какая пища поступает в наш организм. И здесь прежде всего мы говорили о культуре питания, о том, что прием пищи должен быть осознанным, без гаджетов, без книг, без каких-то вот развлекающих моментов. Давайте мы все-таки вернемся к теме сегодняшнего урока. Сегодня мы будем разбирать основу основ, базу здорового питания. Это просто вот такие базовые знания, которым должны владеть все. Когда мы говорим о здоровом питании, надо понимать, что наконец-то вот этот термин был законодательно закреплен в Федеральном законе 47, где очень хорошо прописано все про здоровое питание, что он должен соответствовать принципам здорового питания, что он должен обеспечивать безопасность, качество, что он должен развивать интеллектуально и физически организм, а организм человека развивается до 25 лет, мы знаем, и также способствовать активной жизнедеятельности человека и будущих поколений. То есть пища влияет даже на здоровье наших будущих поколений. И, наверное, многие из вас уже знают, но не все это выполняют, а очень важный принцип здорового питания – это питьевой режим, водный режим. Ну, я думаю, что вот преподаватели студии йоги об этом прекрасно осведомлены, что надо пить воду, да? Как надо пить воду? Как я знаю, это вот вес умножается на 30, и это является вашей ежедневной нормой. Допустим, если 50 килограмм человек весит, умножаем на 30, 1500. 1 литр 500 грамм в день
минимум. Да, совершенно верно, потому что мы разные, и у каждого должен быть свой индивидуальный объем выпиваемой жидкости в виде воды, да. Но мы живем в условиях Крайнего Севера, и поэтому мы здесь делаем поправку не 30, а 40. Потому что вот 30 миллилитров это все-таки характерно для европейской части России, где умеренный климат. А у нас воздух холодный, зимой у нас воздух пересушенный, кислорода мало, мы больше сил затрачиваем на то, чтобы жить вот в условиях севера, да, поэтому 40 миллилитров. И здесь основной такой акцент на вес, не настоящий, а идеальный вес, да, все-таки должен быть. Потому что кто-то может весить 100 килограммов при росте 160, да, и тогда будет у него просто переизбыток воды, что тоже не очень хорошо. А кто-то может и при росте 180 весить 50 килограмм, допустим, да. Да, вот. Поэтому не забываем пить воду. Это вот начало здорового питания. Все биохимические процессы, то, что мы называем метаболизмом, проходит в условиях достаточного количества воды. Воду пить мы должны равномерно в течение дня. А не так, что вот забыли и 2 литра воды залпом вечером выпили, а утром проснулись и не можем разлепить глаза, да? То есть равномерно в течение дня. Как проснулись, да. Перед едой за 30 минут, через час после еды, при первом чувстве голода. Так, и второй принцип здорового питания – это сбалансированный рацион, когда на нашей тарелке должны присутствовать все группы продуктов питания. Да? И здесь, когда мы говорим о продуктах питания, мы, конечно, имеем в виду природные цельные продукты, которые придумала природа. И вот эта пища, они содержат питательные вещества, как белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и воду. И недаром про белки говорят, что это самый основной такой нутриент, да, пищевое вещество, без которого жизнь невозможна. Да? И в переводе с древнегреческого как раз означает самый первый или самый главный. Давайте поговорим о роли белков в нашем организме. Начну, наверное, я. Белки являются основным строительным материалом для клеток. И, наверное, все думают, что белки нужны только для двигательной активности. На самом деле белки очень важны и для внутренних органов. Белки нужны еще и для внутренних органов, потому что все наши органы, мышцы, нервы состоят из белков. Также белки являются транспортным средством для всех минеральных веществ. Да. И белки доставляют самые нужные минералы, витамины, все до клеток. И еще, допустим, белки очень помогают при восстановлении. Даже вот я из своей жизни, могу рассказать, когда стоматологические какие-то проблемы, вырывают зуб, очень быстро заживают швы, когда принимаешь белок. Достаточное количество белка в рационе есть. Да, белки у нас представлены в виде, в нашем регионе это мясо, конечно, наше, рыба. Да, это вы сейчас перечисляете как раз животные белки, очень полноценные, нужные белки. Так, дальше. Также белки имеются в растениях. Например, даже в зелени есть белок. Да, в этом особенность белков, что белки содержат практически все продукты питания. Это тоже же о многом говорит, насколько они важны. Да, процентовка разная. Да. Также содержится белок в крупах, допустим, в чечевице, в горохе, в нуте. Также есть очень большое количество белка из растительных, это вот орехи. И семена. И семена, да. Да, совершенно верно, но тут еще добавим к животным белкам, кроме мяса и яиц, мясо, яйца, еще есть и рыба, так, и молочные продукты.
это тоже кладезь белков. Это все животные белки, они полноценные, потому что они содержат все незаменимые аминокислоты. В отличие от растительных белков, где не хватает каких-то незаменимых аминокислот, поэтому их называют неполноценным. Но это не означает, что их не должно быть в нашем рационе. Мы как раз должны научиться их хорошо комбинировать. И самая лучшая комбинация растительных белков, когда мы сочетаем крупы с бобовыми культурами. Тогда мы в течение дня набираем все незаменимые аминокислоты. Да, вот такие, значит, вот такую огромную роль играет белок. Кроме того, белок – это наш иммунитет, потому что иммунные клетки, иммуноглобулины – это белковая структура. И из белков состоят наши ферменты, которые участвуют в нашем пищеварении. Да? Белок – это наш генетический аппарат, это ДНК. И в целом мы знаем, более 50 различных функций белков описано. Так, что касается вот орехов, вы сказали, да, растительные белки, у нас, к сожалению, вот такой привычки нет кушать, да, на самом деле, если мы будем добавлять ежедневно в рацион вот горсть орехов, то это очень будет хорошая такая добавка белковая, не только белковая, но и жировая, и пищевых волокон к рациону. Так, следующие, пищевые вещества, которые должны быть тоже в каждый прием пищи, как и белки, это жиры. Но жиры у нас бывают полезные жиры, это животные жиры и растительные жиры, но, к сожалению, у нас появилась еще третья группа жиров, неполезные или вредные жиры, это трансизомеры жирных кислот. Но давайте все-таки мы разберем полезные свойства жиров. Что же жиры нам дают? Наверное, я тоже, да? Ну, давайте все вместе, да? Мы как раз на втором уроке разбирали, что жиры, основная функция жиров – это обеспечение нашего организма кислородом. Что еще делают жиры для нашего организма? Они являются стабилизатором гормонов. Да. Например, девушки, знаете, наверное, худенькие, особенно им говорят, вам надо набрать жир для того, чтобы забеременеть. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. То есть из жиров, из холестерола образуются гормоны, да, в том числе половые гормоны. И поэтому вот эти полезные животные жиры, они в нашем рационе должны быть. Ну, давайте перечислим тогда еще, кроме этого, жиры нам помогают, теплопродукции. Да? А жиры как амортизирующие, функции у них, как защитная функция у жиров есть. Для мозга, да? Да. Омега-3. Да, и недаром говорят, что 60% мозга это жиры. Поэтому, когда мы добавляем в рацион полезные жиры, мы заботимся о своем мозге. И вот как раз топ-тип питания, белково-жировой для нас, для якутян, для северян, он как раз очень подходит для предупреждения возрастных нейродегенеративных заболеваний головного мозга. Ну, давайте перечислим источники жиров. Начнем с животных жиров. Источниками являются сливочное масло, сметана, сливки. Это вот в молочные продукты перечисляете, да. А животное это мясо. Мясо, рыба, там омега-3 много. Да. И субпродукты. Вот в субпродуктах, да, это внутренние органы. К сожалению, вот у нас хорошая традиция была у наших предков поедать субпродукты. Но мы как бы от этого отходим, но субпродукты, те же легкие, почки, сердечки и так далее, мозги, это очень такой насыщенный по белкам, по жирам и по витаминам продукты. Группа В, да, там? Да, и молочные продукты действительно они хороши, и поэтому, когда мы кушаем молочную продукты, надо вообще забыть, что есть обезжиренные продукты, да, потому что это маркетинговая уловка. Именно вот жиры придают вкус еде.
Благодаря жирам у нас еда вкусная. Убирается жир, а продукт становится невкусным. А чтобы его человек, потребитель, съел, добавляют туда сахара, сахарозаменители, различные сиропы и так далее. Натрия. Усилитель вкуса. Да. Усилитель вкуса. Но идем дальше. Следующая группа — это углеводы. Углеводы, они тоже делятся у нас на медленные, они же тяжелые, они же сложные углеводы, поэтому вот такая путаница происходит, да, я объясню почему. И простые, легкие углеводы. К сожалению, в современном мире мы стали очень мало двигаться. И практически ту энергию, которую получаем из углеводов, мы практически перестали полностью расходовать. И как раз мы тем самым нарушаем природный закон баланса прихода и расхода энергии. И вот почему такое деление пошло? Медленные углеводы, они очень медленно, с трудом отдают глюкозу в кровь. Да. Очень медленно расщепляются. И поэтому в крови уровень глюкозы у нас повышается медленно и никогда не достигает пикового значения. Не бывает вот такого скачка. И медленно тоже глюкоза потом уходит в клетки. А простые углеводы, вот как они только попали в ротовую полость, буквально в ротовой полости, тут же глюкоза вся крахмал расщепляется для глюкозы, глюкоза моментом всасывается в кровь, у нас идет подскок уровня глюкозы, подскакивает инсулин, гормон, он же заталкивает глюкозу в клетки, и он тоже подскакивает, ему надо все затолкать, и он начинает усиленно заталкивать глюкозу в клетки, и идет такое же тоже резкое падение уровня глюкозы. Мы получаем вот такую американскую горку, да? И вот в этом есть разница. И в здоровом питании есть место медленным углеводам, который нам дает долгое насыщение, долгую энергию. Давайте, какие представители, вот какие источники медленных углеводов, простых углеводов вы знаете? Простые углеводы — это сахар, вот, булочки, хлеб. Да. Все продукты, которые включили сахар, да, мы называем это добавленный сахар. К сожалению, вот продукты в красивой упаковочке на прилавках магазинов, это практически все переработанные продукции, содержащие дополнительный сахар, добавленный сахар. И они являются простыми углеводами. А сложные углеводы? Сложные углеводы — это гречка, в первую очередь, да, которая у нас доступная. Да, это... Есть, и перловка. Цветные группы. Цветные крупы. Да, здесь можно обобщить, что все цветные крупы, то есть крупы, которые сохранили свою зародышевую оболочку, то есть вот окрас, свой цвет сохранили. Так, также бобовые культуры, какие вы знаете? Бобовые, чечевица, фасоль. Да, Очень чечевица, хорошо фасоль, да, они не только содержат растительный белок, но они содержат достаточное количество пищевых волокон и углеводов. Да, совершенно верно. А еще к медленным углеводам относятся зелень и овощи, да? Зелень и овощи. Они содержат тоже пищевые волокна, что очень полезно для нашей микробиоты. И, значит, хорошо, они, когда достаточно углеводов, то у нас хорошо расщепляется и усваивается еще аминокислоты. И вот это сочетание зелень или овощей с белками – это самое лучшее сочетание. А мы какое сочетание любим в быту чаще Быстрые всего? углеводы с белками, да? С тяжелыми белками. Пельмени мы любим, Ну да? вот, как раз белок. Пирожки мы любим, да? Что мы там еще любим? То есть мясо, завернутое в тесто. Да, возможно, это вкусно, да, но надо понимать, что мы очень тяжело, значит, нашему ЖКТ усваивать всю эту пищу, и при этом еще может не все усвоиться. Деньги потратили, энергию потратили, да, ЖКТ поработала, а усвоилось не все.
Ну, как-то обидно, да? Поэтому, да, поэтому все-таки надо осознанно питаться так, чтобы вот это нам помогало. Когда и углеводы, они нам нужны, они нам необходимы, потому что это энергия для нашего мозга, это энергия для нашей жизнедеятельности. Так, мы сейчас уходим на короткую рекламу, оставайтесь с нами, мы обязательно вернемся. Мы продолжаем нашу передачу. К нам присоединилась участница проекта «Преображение» Нарияна, мама 4 детей. И как раз в первой части мы говорили о том, что для нас, северян, очень важен белково-жировой тип питания. Мы разбирали, какие есть источники белковых продуктов, жировых продуктов, но особо хотелось бы еще остановиться на переработанном или обработанном мясе, да? Почему-то люди считают, ну, это, возможно, то есть маркетологи ввели в заблуждение, что сосиска равняется мясу, но в 2015 году Всемирная организация здравоохранения доказала, что употребление 50 граммов переработанного мяса, а это вес одной сосиски, при ежедневном употреблении повышает риск развития рака толстого кишечника на 18%. А ведь мы очень часто видим, что на столах нашего населения сосиски и другое переработанное мясо. Вот что же такое переработанное мясо? Давайте разбираться. Давайте я отвечу. Обработанное мясо – это мясо, которое подверглось обработке, засолке, копчению, ферментации и также другим модификациям для улучшения внешнего вида мяса, также срока годности, чтобы они долго хранились, и вкуса. Это у нас сосиски, ветчина, колбаса, разные мясные консервы, копченые, соленые мясо, рыбы, болоньи, еще сервелаты, карбонады, солями. То есть вот все, что под названием колбасные изделия. И просто вот для себя обратите внимание, почитайте состав вот этой продукции, вы удивитесь. Вы там найдете не только сахар, вы там найдете огромное количество пищевых добавок. Да? И причем незнакомых, мы же не разбираемся в пищевых добавках, а когда их буквально вот в 5 строчек, то это уже вызывает сомнение, да? Тот же глутамат натрия, который окрашивает колбасу в красный цвет. Настоящая домашняя колбаса, она, между прочим, серого цвета. И чтобы ее немножко улучшить, ее вид, мы же привыкли к колбасным изделиям красным, добавляют свекольный сок, допустим, дома. Это допустимо, потому что это домашние продукты. Вот, поэтому мы про это должны помнить, да, что переработанное мясо – это не мясо. А можно вопрос, да? Да. Допустим, если дома сделали, юкола, допустим, то это допустимо. Получается, да, если мы сами переработали мясо, да, на свежем воздухе, на солнце, на ветерку, желательно без дыма, добавок, без копчения горячего, да, то это очень даже здоровая еда. Единственное, мы добавили там соль, да, но соль в умеренных количествах мы можем потреблять. Или же что там, вот домашняя колбаса, я сказала, да, пастрому делают тоже, да, это очень интересно. Поэтому альтернативу всегда можно найти переработанному мясу. Еще у меня вопрос, Анастасия. В старину говорят, мясо каким-то образом сюмягенир, или как-то называли,
в общем, очень долго держали, пока оно прямо... Да. Глубокой ферментации. глубокой Да. 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 Как это делается вообще? Делалось? В старину, да, в старину, ну, холодильников не было, да, и как раз мы вот переходим к теме ферментированные продукты. Хранили долго, очень было много способов, допустим, вот есть такая продукция, как сымах, да, это когда забивали скот, в желудок набивали все внутренности, желудок зашивали, оставляли всего 2 дырочки, и вот этот мешок с внутренностями держали рядом с камельком. В теплом месте. В теплом месте. И периодически открывали дырочку и нюхали. И по запаху определяли готовность этой продукции. Да? То есть это ведь тоже мудрость наша, вот эта народная, да? Определить продукт, готовность. Ведь чуть-чуть может же испортиться продукт. И вот как только они чувствовали, что продукт готов, они его выносили на мороз, замораживали, а потом уже ели кусочками. Вообще вкусно, наверное. Вот как раз почему вот очень развита была ферментированная еда у наших предков. Ферментировали всю молочную продукцию, потому что молоко тоже долго не хранилось. Мы знаем, что более 20 различных видов кисломолочной продукции у наших предков было. И все утеряно, да, рецепты? Да, многое утеряно, к сожалению, жалко. да. Для здоровья-то как полезно было, да? Даже вот рецептов КМС, оказывается, было тоже более 20. И сейчас вот пишут, что восстанавливают. Ну, можно вот на пальцах пересчитать вот эти рецепты, которые дошли от наших предков. Почему ферментированная еда, она подходит нам? Его недаром называют искусственным пищеварением. То есть, когда организм проходит ферментирование, брожение под действием полезных микробов, он наполовину, вот эти белки расщепляются, да, идет наполовину расщепление и жиров, и углеводов, и в организм почти наполовину переваренный продукт поступает, и он очень легко переваривается, содержит огромное количество полезных микробов, это тоже хорошо для нашей микробиоты. Вот. И когда микробиота достаточно в нашем кишечнике, у нас крепкий иммунитет. Поэтому вот здоровье наших предков было отменным именно благодаря ферментированным продуктам, как молочным, как мясным, так и рыбные продукты, да, ферментировали. И практически вот у каждого народа есть традиционные такие ферментированные продукты. Какие вот такие ферментированные продукты вы знаете или слышали? Ну, квашеная капуста, наверное, да? Да, самая распространенная. Еще соусы есть ферментированные, на самом деле. Вот японские, соевый соус китайские, должен да? быть ферментированным продуктом. И рыбный соус тоже, да, если соевый соус тот же самый, да, соленые огурцы, скорее всего. Ну, квас тоже, наверное, ферментированный. Квас, да. Чайный гриб, который сейчас называют камбуча, так по-модному. Ага. Кефир, йогурт, это все ферментированные продукты. Да, ферментированные продукты. Они обогащаются микроорганизмами. И вот квашеную капусту мы не зря любим. Это вот как бы с Древней Руси, вот это национальное блюдо. И в чем особенность? Вот когда капуста ферментируется, количество витамина С увеличивается аж в 3 раза. Поэтому квашеная капуста должна быть каждый день у нас на столе. Ну вот без квашеной капусты никуда не стоит, потому что мы получаем уже свою суточную норму витамина С, да? Укрепляем наш иммунитет. Вот какую пользу нам приносит ферментированная еда. Но опять же, все должно быть в меру, да? Когда мы ферментируем, желательно, конечно, ферментация без сахара. Сейчас вот какая пошла тенденция, да, идет возрождение традиционных национальных блюд, в том числе кисломолочных напитков, да, и в магазинах сейчас очень много, рост, широкий выбор кисломолочного продукта быпах. Но смотрите, как они делают, читайте состав, как они делают этот быпах.
Никогда наши предки не добавляли вот эти хлебные дрожжи. Дрожжи. Никогда не добавляли сахар. Сгущенку. Да. В домашних условиях мы делаем из сгущенки, да, из сгущенки. То есть не было такого, да. Сейчас практически мы получаем газированный сладкий напиток в лучшем случае. В худшем случае мы получаем молочную брашку с алкоголем. И это уже, как говорится, Очень большая инсулиновая бомба, да? Да, не только инсулиновая бомба, это может вызывать даже алкогольную зависимость, если употреблять системно, да. И если употребляет такой выпах алкогольный, такую брагу подросток, то есть вот, поэтому все-таки отходить от канонов, от рецептов, от рецептуры народной не стоит. Так, и вот по поводу кисломолочной продукции, что еще хочется добавить? Сейчас очень стало много местных, да, продуктов. Появились вот эти магазинчики местной продукции. И там всегда выбор большой, и всегда много народа, и это очень радует. Это очень радует. Интересно, вот в таких магазинах, например, продукция йогурты сладкие тоже же, они тоже с содержанием сахара получаются? Да, к сожалению, так, но йогурт можно делать самим. Берете обычное молоко, может быть, это и цельное молоко, это может быть и пастеризованное молоко. На литр молока доводим, если цельное, кипятим, а потом остужаем до 40 градусов. Если пастеризованное молоко, чуть-чуть подогрели до 40 градусов и добавляем туда сухую закваску для йогурта, готовые чистые культуры. Все, хорошенько перемешали, подержали в течение ночи, и утром у нас вообще наивкуснейший, наинежнейший йогурт готов, как раз на всю семью. Ну и как раз полезный, наверное, да? Да, полезно. Поэтому надо учиться делать самим. Нужно учиться такие продукты полезные для себя делать. Но мы на прилавках видим, конечно, что есть продукция ПП, здоровое питание. Они, во-первых, на порядок дороже, очень даже, дорогие. Да. И не всегда по составу они, в общем-то, имеют хороший состав. Вот. Поэтому очень важно учиться читать этикетку продуктов, чему как раз у нас будет посвящен следующий 4-й урок. Так, и вот мы разобрали как раз первый принцип, питьевой режим, второй принцип, мы разобрали вот эту вот сбалансированный рацион, сбалансированную тарелку. Третий принцип – это режим питания. Мы все живые существа на Земле имеем свои внутренние часы, живем по биологическим часам, которые синхронизированы с солнечной активностью. Солнце встает, мы просыпаемся, солнце садится, мы должны уснуть, да? И так во всем, значит, во всей природе это делается. И вот и режим питания, он тоже синхронизирован с нашими биоритмами. Просто вот в реалиях современного времени мы как-то вот свои часы сбили с толку. Вот как должно быть, да, какой режим питания должен быть согласно нашим биоритмам? Ну, трехразовое питание, скорее всего, да, правильное питание. Ну и придерживаться постоянно вот завтрак, обед, ужин, чтобы было в одно и то же время. Да, это очень важно, потому что именно по биоритмам вот выброс желудочного сока, пищеварительных ферментов, он происходит вот так скачкообразно, где-то с промежутком 3-4-5 часов. И поэтому мы должны под себя выработать режим приема пищи. А у меня еще вопрос. Если человек просыпается не голодным, значит, у него какие-то проблемы. Правильно понимаю? Да, скорее всего, тут надо провести анализ. А что же он накануне вечером ужинал? Во сколько он ужинал? И что было на тарелке? И как раз по принципу здорового питания, вот режим питания, он включает как раз распределение калорийности в течение дня. То есть основную калорийность, где-то 80% по 40% должно приходиться на завтрак и обед.
Мы же едим для чего? Для получения же энергии. Поэтому мы днем, в первой половине дня, хорошо должны насытиться этой энергией для нашей жизнедеятельности. Мы двигаемся, мы интеллектуально работаем, и нам нужна энергия. А вот оставшиеся 20% должны приходиться на ужин. Вот, давайте разберем, вот какой же должен быть идеальный ужин. Ну вот как раз Ага. Варвара. Правильным считается ужин у нас ранний ужин, то есть за 2-3 часа до сна. И ужин должен быть легким, без тяжелого белка и крахмалистых продуктов. И еще надо есть полезные продукты, легко усвояемые белки. Это у нас рыба, яйцо, курица. Обязательно совмещать с клетчаткой, то есть с салатом. И должны быть медленные углеводы. Ну, крупы, гречка, там перловка. Да, совершенно верно, медленные углеводы. И надо понимать, 2-3 часа до сна, подразумевая, что здоровый сон, он должен быть с 10-11 часов вечера, да? То есть нет такого правила, что ужин должен быть до 6 часов вечера, нет. А может быть и 8, но он должен быть правильный. Так, и... А как формировать человека, у которого сменная работа? А здесь есть определенные правила есть. Ага. Допустим, подкорректировать. Да, Сейчас да, много, если... которые вот медсестры. Да. Особенно вот в медицинской среде, если есть ночная работа, то должен быть ужин. Конечно, плотный ужин должен быть, потому что человек всю ночь будет на ногах. И желательно, конечно, ночью не перекусывать. Желательно, да, пить воду достаточное количество. А если все-таки человек проголодался, то это может быть блюдо салата, любого салата из некрахмалистых овощей, из зелени, да, из ягод, то есть низкокалорийное. Только не белок, да? Белок тоже легкий может быть. Курица, яйцо, рыба. Да, тоже может быть легкий белок. Но это если мы, допустим, в 8 вечера или там 7 вечера поужинали плотненько, то это должно быть не ранее 3-4 часов. То есть вот этот перерыв 5 часов все-таки у нас чистые промежутки должны быть, а не так, что каждый час пьем чай и там что-нибудь поедаем. Так, и вот как раз мы плавно переходим на 4-й принцип здорового питания – это умеренность питания, потому что, да, мы будем питаться цельными продуктами, да, мы будем питаться природными продуктами, мы все будем знать, но если мы будем переедать даже такую хорошую продукцию, то это может обернуться лишними килограммами. И вот давайте поговорим про технологии здорового питания, которые могут нам без подсчета килокалорий, там, белков, жиров, углеводов организовать умеренность. И тут как раз Нарияне. Тарелочки. Мы вот знаем, что есть такое понятие, как технология порционирования. 1 минута питание. И получается, что вот тарелки у нас должна быть для здорового питания тарелка диаметром 22 сантиметра. Это для женщин. Для мужчин 24 сантиметра. Вот, допустим, для сравнения она чуть больше, да? В связи с тем, что у нас получается, что мужчина и женщина организмы разные. Да. И тут, конечно, обязательно половина тарелки – это клетчатка, четверть – белок и углеводы. Вот так мы разобрали сегодня принципы здорового питания. Так, и есть правила ладони, да, и об этом мы конкретно поговорим на следующем занятии.